Андрей Юрьевич, добрый вечер. Ну вот я предлагаю начать беседу с такой очень обсуждаемой новости ноября, что ЧГУ открыл базовую кафедру на предприятии Key Systems. У вас такие есть и на ЭКРе, и на электроаппаратном заводе. Вот вообще, насколько сложно открывать базовые кафедры? Предприятия идут навстречу? Или они хотят уже получить готовых специалистов, а не возиться за студентами, которые будут приходить, работать на их оборудовании, возможно, ломать их оборудование? Вот насколько сложный это процесс? Базовая кафедра, на мой взгляд, это инструмент очень эффективный, современный, практикоориентированного обучения, о котором так много говорят в последнее время, в последние годы в нашей стране. И открытие такой кафедры, наверное, сегодня тренд высшего образования Российской Федерации. Ведущие вузы это делают, и ЧГУ не исключение. Говоря о том, насколько это сложно, знаете, мы работаем сегодня на встречных курсах с руководством самых заметных ведущих предприятий республики. И, собственно говоря, открытие кафедры – плод вот этих совместных усилий. Конечно, это большая нагрузка финансовая, это организационные усилия руководства, но с лихвой компенсируется все это, все издержки повышением качества подготовки выпускников. Я должен сказать, что предприятие Key Systems выбрано не случайно, поскольку более половины выпускников – это наши бывшие студенты факультета информатики, университета техники и факультета прикладной математики, физики и информационных технологий. Ну, то есть со своими бывшими студентами договариваться легче, да? А бывает такое, что ни в какую не идут на контакт предприятия, а вы бы хотели, чтобы они помогали вам? Ну, хочу сказать, что, наверное, довольно давно такое бывало, но сегодня производственники свою психологию переменили, и мы видим большую заинтересованность, легкость контактов, и тем более, что, еще раз повторяю, большинство руководителей ведущих предприятий все-таки выпускники университета. И они всеми силами поддерживают альма-матер в подготовке специалистов будущих. В планах у вас вот сколько еще таких, например, кафедр открыть? Ну, в перспективе, в ближайшей, я думаю, что в ближайшие полгода мы откроем 2-3 кафедры. Пока я предприятие называть не буду, пусть это останется интригой. Ну, но даже тем не менее, интригой, просто чтобы не сглазить лишний раз, да. Переговоры идут, и я думаю, что при достижении соответствующих условий мы это сделаем с большим удовольствием. Вот если говорить уже о событии, таком большом событии этой осени, это все-таки, наверное, набор на первый курс в университете. Вы итогами приемной кампании в этом году довольны, и все ли факультеты укомплектованы в полной мере? Ну, план приема мы выполняли во все времена, и этот год не исключение. Хочу сказать, что тенденция явная проявилась. Она состоит в том, что интерес к университету, Чувашскому государственному университету, растет. Вот цифра упрямая вещь, и я назову некоторые. Если 2015 год – это 8600 заявлений в приемную комиссию, то этот год, 2016, около 10 тысяч заявлений. Конкурс. В этом году 8,3 человека на место, а в прошлом году средний конкурс был 6,8 человека на место. Серьезный рост, и я думаю, что не зря мы работали очень активно, применяли новые формы профориентации и вовлекали не только детей, но и родителей, педагогов школьных, чтобы они поняли, что собой представляет университет, какие он дает перспективы дальнейшего роста. Знаете, ведь каждый родитель, пожалуй, и потенциальный абитуриент задает себе такие вопросы. Ну хорошо, отучусь я в этом вузе, что дальше? Каково мое рабочее место? Каков функционал? Интересно ли мне будет заниматься этой деятельностью? Сколько я буду получать, наконец? Это нормальные вопросы любого человека. Мы стараемся помочь названным товарищам ответить на эти вопросы. Вообще, вот тройка лидеров, она какая по факультетам? Ну, она остается стабильной. Это все-таки юридический факультет, экономический, медицинский. В зависимости от специальности конкурс несколько разный, но тем не менее То есть юристы и экономисты по-прежнему, вот как они там в 90-е годы в тренд попали, так до сих пор и держатся, получается, да? Да, сохраняется и спрос, и он не уменьшается. Чем это объяснить? Ну, кто-то, может быть, считает, что легче учиться. На самом деле юристов, да, много в стране, экономистов много, но хороших, классных
еще поискать. Соответственно, выбирающим эту профессию я бы посоветовал все-таки быть лучшими в своем деле. И тогда у вас будет возможность трудоустройства. Хорошо, Андрей Юрьевич, а вот если все-таки сравнивать с 90-ми годами, с 2000-ми, насколько сейчас в ЧГУ поступать, ну вот среднестатистическому абитуриенту стало легче или тяжелее? Опять-таки, учитывая вот эти вот демографические, да, где-то яма, где-то всплеск. Вот сейчас конец 90-х, да, ведь к вам поступают ребята, рожденные в конце 90-х, получается. Их не так уж и много, наверное. Конечно, количество завершающих обучение в школе в 2016 году это 6 тысяч, в 2000 году 18 тысяч. Последствия известной проблемы системного глубочайшего кризиса 90-х годов – снижение рождаемости. Сегодня мы в демографической яме продолжаем находиться, но и несмотря на это, количество бюджетных мест вуза России выросло по сравнению с 15-летней давностью. Вот. И судите сами, легче или труднее. Мест бюджетных стало больше, выпускников в разы стало меньше. Ну, кроме того, еще дети активно выбирают после 9 класса обучения в учреждении среднего профессионального образования. Надо сказать, что они тоже подтянулись и предлагают интересные программы. Вот это все вместе играет на поле вашего вопроса. Ну, с другой стороны, вот смотрите, мы каждый год снимаем, например, бал выпускников у главы города, где чествуют медалистов, и они говорят, ну, не все, конечно, но многие говорят о том, что вот они собираются уехать в Москву, в Петербург. И вот тоже возникает вопрос, кто же остается в республике. Вот качество подготовки абитуриентов вы как оцениваете? Насколько вы довольны уровнем тех ребят, которые к вам приходят? Я очень высоко оцениваю качество подготовки в школах Чувашской республики. И это не реверанс коллегам из школ. Нет, я к тому, что они хорошо готовят, но они готовят не для ЧГУ, они готовят для МГУ, для петербургских каких-то, возможно, вузов. Вот с вами не соглашусь. Ага. Знаете почему? Потому что, ну вот 2 последних года возьмем. 2015 год. В университет поступили 276 медалистов, и ребят, у которых диплом с отличием после техникума, колледжа. В этом году таких 322 человека на очной форме обучения. Согласись, серьезная цифра. Это очень высокий процент. Кроме того, 24 первокурсника у нас имеют показатели ЕГЭ 70 и выше по математике и физике. Они получают стипендию главы республики 2000 рублей на первом курсе. Ну, то есть, получается, вы немножко переломили, потому что долгие годы же был какой-то такой, ну, я не знаю, предубеждение, может быть, со стороны родителей, да, что если вы хотите получить качественное образование, то нужно куда-то далеко ехать. Я вам скажу более. Была некая мода даже. Уезжать. Некое негласное соревнование. Вот я уехал и поступил вот в такой-то брендовый столичный вуз. Классами уезжали. Давайте же, перевернем страницу, да, вот истории данного абитуриента и посмотрим данного выпускника этого года, что с ним стало дальше. Все ли они успешно продолжают обучение в этом замечательном вузе? Учиться непросто, кто-то не рассчитал свои силы, вот академические способности. Там все звезды. Уже тяжелее. Финансовые возможности родителей – это немаловажный фактор. Вот. И отток обратно, он тоже существенный, значительный. Поэтому, конечно, абитуриентам нужно, в общем-то, 7 раз отмерить и 1 раз отрезать, прежде чем принимать вот такое очень ответственное решение. Андрей Юрьевич, вот если говорить про бюджетные места, да, вы говорите, их число растет. Вот, например, почему неровная есть какая-то, посмотрела на сайте, да, например, специальность электротехника, электроэнергетика, направление точнее. 127 или 128, да, идет количество там по целевому, по бюджетному финансированию. А история, например, только 10. Вот это от чего зависит? Знаете, уже, наверное, десятилетие с лишним государство в приоритетном порядке заказывает вузам подготовку специалистов по техническим направлениям. Ну, действительно, их требуется больше и больше. Мы это чувствуем. И вот тот прием, который мы осуществляем по техническим направлениям, он сегодня не покрывает всех потребностей предприятий даже республики. В этом это оправдано. По гуманитарным направлениям повсеместно во всех вузах произошло сокращение бюджетного приема. Ну, с этим тоже в какой-то части можно согласиться, потому что действительно, наверное, перепроизводство юристов и экономистов случилось вот в нулевые годы особенно. И сегодня
эта тенденция, наверное, не только российская, но и европейская, мировая. Вот. Говоря о финансировании вообще, федеральном финансировании, да, условия сегодня экономические, непростые. Есть сложности, трудности у государства, однако резкого падения объема финансирования не произошло. Я могу привести пример университета. Мы, понимая, что государственная субсидия расти не будет, направили свои усилия на участие в различных конкурсах. Это кадры для регионов, это кадры для оборонно-промышленного комплекса, это повышение квалификации инженерных кадров, и мы везде выигрывали. То есть это какие-то грантовые конкурсы, получается? Это, что дает победа в этих конкурсах? Это дополнительное финансирование, в первую очередь на приобретение оборудования. Вот в этом году, пожалуй, мы выиграли самый значимый за свою новейшую историю университета конкурс. Это создание инжинирингового центра совместно с нашими партнерами, концерном «Тракторные заводы» и предприятием «Экро». 35 миллионов уже получено, оборудование закупается, остальные деньги придут в следующем году. Я думаю, мы получим очень интересные инновационные подразделения нашего вуза. Андрей Юрьевич, вот если говорить о платном образовании, да, но образовании высшем, базовом, вот здесь эти цифры какими темпами растут, и есть ли возможность, например, у вуза снизить? Потому что я вот посмотрела, например, факультет искусств, да, я так понимаю, самый дорогой факультет, 128 тысяч в год, я понимаю, там готовят штучных специалистов, но для родительского кошелька, конечно, деньги такие нехилые. Да. Как настоящий журналист, вы назвали самую кричащую, большую цифру. Я специально посмотрела, думаю. Да, большую стоимость. И не могу здесь вас успокоить, поскольку вот эти цифры, вот эти показатели стоимости утверждает Министерство образования и науки Российской Федерации ежегодно. Ежегодно выходит приказ перед началом приемной кампании, которым утверждаются минимальные пороговые значения стоимости обучения по каждому направлению. И никуда от этого не уйти. Мы, конечно... То есть вы хотите сказать, что у вас вот 128 тысяч – это минимальное пороговое значение? Нет, это максимальное пороговое значение, а минимальное они гораздо ниже. Но вот по этому году это 64 тысячи с хвостиком, а ниже нельзя. Просто-напросто. Нет, 64 тысячи это есть факультет, это журналистика, по-моему, столько стоит как раз, да. Да, это минимальное значение, установлено Министерством образования и науки Российской Федерации. Но каждый год они повышают, получается, да? Учитывает государство, видимо, инфляционные процессы и калькулируя затраты, предполагаем, вуза на подготовку того или иного специалиста, оно устанавливает цены. Наверное, они будут несколько повышаться, но надеемся, что не значительно. Угу. То есть в данном случае университет что может сделать? Вот насколько ваши руки развязаны? Университет может не повысить цены значительно или вообще не повысить. К чему мы и стремимся? Мы вуз социальной направленности. Мы прекрасно понимаем, что если будем цены повышать и гнаться за прибылью, то мы просто лишим возможности наши семьи, домохозяйства обучать детей, которые, в общем-то, способны обучаться в вузе. Вот у вас сейчас еще идет общественная экспертиза, да? Понятное дело, что есть мониторинг Министерства образования России. Зачем вам еще понадобилась вот такая экспертиза? И главное, кто эти эксперты, кто оценивает? Общественная аккредитация – это добровольное совершенно мероприятие. Мы умышленно на это идем, чтобы посмотреть на себя, на Чувашский госуниверситет со стороны. Глазами очень квалифицированных, независимых, объективных, как говорят, экспертов. Оцениваются программы, которые реализует тот или иной факультет. Вот первой программой, которая была оценена независимыми экспертами в Чувашии, стало направление юриспруденция, 2012 год. И экспертом здесь выступила Ассоциация юристов России. Это самый авторитетный экспертный орган на сегодня в нашей стране. Прошлый год это аккредитация экономического факультета, международная, первая, опять же, в нашей республике. И вот в этом году мы в конце ноября ждем команду экспертов, которая будет оценивать работу химико-фармацевтического факультета. У меня еще есть к вам вопрос, но уже такой в завершении беседы, по поводу вообще открытости и доступности ректора. 2 года назад в интервью «Советской Чувашии» вы говорили, что там вас нет ни в каких социальных сетях, потому что вот вы цените личное общение. Но я так понимаю, что время все равно свое диктует, и вы вот завели страничку во ВКонтакте.
посмотрела я там у вас 600 друзей, я так понимаю, что и студенты к вам совершенно спокойно добавляются. Вот в этом смысле, насколько, например, ректор такого крупного вуза должен быть открытым, должен быть доступным для своих студентов? И вообще, много ли у вас там непрочитанных сообщений, которые, может, месяцами висят и руки пока не доходят? И с чем к вам обращаются? Ну, по поводу социальных сетей, время идет, я решил, пора присутствовать, поскольку для особенно студентов удобнее пользоваться именно этой коммуникацией. Хотя действительно на сайте есть «Задай вопрос ректору», ссылочка, и это также можно, так сказать, успешно сделать. Ну, там же, знаете, электронная почта отправила и не понял вообще, дошло, не дошло, прочитано, не прочитано. С социальными сетями все проще. Студенты активно пользуются вот этим ресурсом. Ну, какие вопросы? Если интересно, я скажу, они задают. Самые разные. Причем вопрос организации учебного процесса, расписания. Там, не сдвинуть ли нам график в ту или иную сторону, раньше или позже. Как получить место в общежитии? Вот есть такая проблема, образовалась. Позаниматься физкультурой хотим, команду организовать. Такая инициатива, кстати, была по организации хоккейной команды университета. Сегодня наши университетские мамонты выступают уже активно. Вот год исполнился, как мы арендуем на Чебоксары-арены лед для нашей хоккейной команды. Она успешно сыграла с командой правительства Чувашской республики. Студенты также живо интересуются самыми разными планами, которые строит университет. И что очень важно, вот, на мой взгляд, ценно, говорю совершенно серьезно об этом, они чаще всего инициируют что-то, не жалуются, а именно выступают такими проводниками каких-то идей. Вот некоторые я назвал уже. Это говорит о чем? О том, что они очень общественно активны и социально зрелы. Меня, как ректор, это не может не радовать. Андрей Юрьевич, спасибо вам огромное, что вы пришли к нам сегодня. Спасибо вам за беседу.